Сергей Васильевич, почему сегодня проигрываем, в чем оказались слабее Локомотива? Проиграли, потому что не забили гол, нам один забили, мы не забили. Вот. Наверное, больше всего, что не понравилось, это игра в атаке, не было скорости, не было агрессии какой-то. Вот. Ну, поэтому для того, чтобы побеждать, нужно забивать. В целом, почему решили выпустить изначально сочетание Лебедев, Иванов и Юрьев спереди, насколько оно себя оправдало? Ну, еще раз повторюсь, что у нас травмированные нападающие, Краснов, Яцкевич травмированные, то есть сочетали, пробовали они как бы сыграть в тройку, все-таки ребята техничные, вот, ну, попытались, но, видите, да, не забили, значит, что-то не хватило. В целом, почему, на ваш взгляд, сегодня не удалось включить те самые скорости, которые нужны в атаке? Наверное, не хватило нам быстрых нападающих. Все-таки Юрьев такой более проворный, но нам не хватило, наверное, и Яцкевича, и Краснова. Но не в этом дело. Если мы выходим, мы должны любыми игроками забивать, и побеждать. Ну, будем разбираться. Не было ли элемента эйфории после победы в Петрикове? Нет, никакой эйфории не было. Готовились в штатном режиме. Мы знали, что будет тяжелая игра здесь. Все-таки Локомотив, можно дать должное, хорошая команда, бегущая, у них нападающие бегут. Вот. Поэтому готовились спокойно, вот, знали, как играет. Ну, наверное, так оно и есть, что не забили, вот, и пропустили контратаку. Какой план подготовки к Оршу у команды, будут ли выходные? Да, завтра выходной у нас, во вторник мы собираемся, восстановительная. Там все по плану, будем разбирать свою игру, соперника, вот, что у нас не получилось, где нужно добавить, где нужно рассказать, как действовать. И посмотрим игру с Оршей, как они действуют. В целом, полезно ли вам, как молодому тренеру, иногда потерпеть поражение в начале карьеры? Знаете, как говорит один великий тренер, лучше буду я знать, почему я проиграл, чем почему я выиграл. Поэтому, наверное, сделаем выводы, какие-то оценки поставим себе, команде и будем двигаться дальше.